Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Министерство финансов России предложило ограничить стоимость телефонов, планшетов и ноутбуков, которые покупаются для чиновников на бюджетные деньги для рабочих целей. Самую дорогую технику можно будет покупать руководителям центрального аппарата федеральных госорганов, но и в этом случае максимальная стоимость смартфона составит 15 тысяч, планшета 60 тысяч, а ноутбука 100 тысяч рублей. Это не позволит закупать топовые модели устройств ведущих производителей, например, под такое требование попадают лишь несколько младших моделей ноутбуков от Apple и не попадает ни один iPhone. Менять смартфоны можно будет не чаще, чем раз в 5 лет, а планшеты и ноутбуки раз в 3 года. Как сказано в пояснительной записке, сейчас федеральные госорганы свободны в определении стоимости закупки телефонов, планшетов и смартфонов, что приводит к условиям для приобретения товаров с необоснованно завышенными потребительскими свойствами. Такие гаджеты, полагают в Минфине, являются излишними в рамках исполнения должностных обязанностей. Гарантированный пенсионный план, новая концепция пенсионной системы, представленная Центробанком и Минфином, будет распространяться не только на наемных работников, но и на самозанятых, которые с 2019 года платят специальный налог. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, принимать участие в гарантированном пенсионном плане смогут даже никогда не работавшие граждане. Уплачивать взносы за них смогут родственники. Новая система должна будет объединить накопительную часть государственной пенсии с негосударственными пенсионным обеспечением, которое сейчас осуществляется посредством добросовестных взносов граждан в негосударственные пенсионные фонды. Таким образом, в ведении Пенсионного фонда России останутся только страховые пенсии россиян. Новый налоговый режим для самозанятых, людей, занимающихся отдельными видами бизнеса, без найма работников, действует в России с 2019 года. И чаще всего это репетиторы, сиделки, няни и уборщицы. Они уплачивают налог на доходы от оказанных услуг или проданных товаров по ставке 4% на доход, полученный от физлиц, и 6% от юридических лиц. Россияне должны бесплатно получать все лекарства, на которые им был выписан рецепт. Ученые Российской академии народного хозяйства и государственной службы предлагают переложить оплату рецептурных медикаментов на государство, как в большинстве развитых стран. По их мнению, текущая система невыгодна властям. Многие россияне не могут позволить себе купить лекарства, болеют и попадают в более дорогие больницы, лечение в которых часто приходится оплачивать из бюджета. Сейчас за счет государства закупается около 20% российских лекарств. Чтобы обеспечить закупку хотя бы 70% препаратов, из бюджета ежегодно понадобится выделять около 430 миллиардов рублей. Ученые считают, что вместо централизованной госзакупки лекарств нужно возмещать гражданам расходы на медикаменты или закладывать траты на препараты в норматив финансирования поликлиник. По мнению экономистов, такая система позволит снизить смертность, улучшить качество и доступность лечения, а также сократить срок лечения в больнице. Помимо этого, уменьшится количество вызовов скорой помощи для госпитализации и осложнений, возникающих после болезни. Более 145 миллионов рублей со средств нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в столице республики будут перенаправлены на повышение зарплат сотрудникам дошкольных учреждений города, в частности, дворникам, уборщицам и охранникам. Такое решение было принято в ходе внеочередного заседания Якутской городской думы, где вносились изменения в бюджет города на трехлетний период. Изначально средства на повышение зарплат прочих работников дошкольных учреждений не были предусмотрены в бюджете Якутска. Сумма же в 164 миллиона рублей затем будет полностью возмещена из Дорожного фонда республики на выполнение денежных обязательств перед подрядчиками, которые были задействованы в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги» столицы региона. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.